Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Рафаэль. Итак, мы сегодня будем готовить татарский пирог сметанник. Тесто у меня уже готово. У каждой хозяйки свой рецепт. У меня тесто тоже на глаз. Здесь у меня примерно 250-300 граммов сливочного масла размягченного, пол ложечки, чайной ложечки соли, сахара тоже где-то пол ложечки, наверное, столовой ложки. Вот. И стакан молока теплого. Муку уже я, конечно, добавляю постепенно, вот до такой консистенции. Видите, оно у меня уже дошло. Я сейчас его отсюда выгружаю и уже формочку сейчас положим. Тесто у меня получилось вон какое, очень хорошее, прям пластичное. Вот такие дрожжи я использую. Оно у меня дрожжевое. Пачечку вот таких дрожжей положила. Оно дошло где-то, наверное, за 30-40 минут. Сейчас я буду раскатывать тесто до нужного размера, до нужной толщины. Некоторые хозяйки используют, конечно, пластиковые доски с разметкой, но я по старинке, тем более эта доска мне еще папа сделал, поэтому я с удовольствием делаю на своей деревянной доске. Как-то это более душевнее, что ли. Видите, какие пузырики даже. Очень тесто хорошее получилось. Размер у нас то, что нужно уже. В данный момент я смазываю противень растительным маслом. Но можно смазывать и сливочным маслом. Просто у меня сейчас в руках не оказалось размягченного сливочного масла, но ничего страшного. Смазали. Теперь аккуратненько кладем тесто в противень. За края вот так выходила. Нормально. Сейчас сделаем начинку. Для начинки нам понадобится сметана, естественно, 20%. Я люблю Брест-Литовск, и простоквашино тоже очень хорошая получается. 200-250 граммов сахара, 5 яиц и ванилин. Начинаем. Взбиваем яичко. Постепенно добавляем сахар. Сметанки. О, какая хорошая сметана. Взбивать сметанник я люблю венчиком, потому что если комбайном делать, то слишком много пузырей появляется, и мне это не очень нравится. А так получается как чизкейк. И добавляем ванилину. Вот буквально столечко. Щепоточки получается.
Накрываем эту массу в наше тесто, формочки. Так. Бока мы украшаем таким образом. Так. Ножничками отрезаем лепесточки. Лепесточек вовнутрь, следующий лепесточек наружу. И получается вот такая картинка. Кстати, духовка у меня уже готова. Я ее включила заранее на 180 градусов. Вот так украсили. Сейчас будем аккуратненько все это поднимать. И печку уберем. Итак, пирог у нас отправляется на 30-35 минут в духовочку. Сметанник у нас готов. Мы сейчас оставим его минут на 10. Он как раз спадет. И можно уже нарезать и кушать. Так, мы режем свой пирог домашний. Вот такой пирог у меня получился. Смотрите, какой он воздушный. Тесто тоже воздушное. Тем любу сын чаевес. Приятного аппетита!